Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Возможен ли исход российских оккупантов и деоккупация Крыма из-за коронавируса? На первый взгляд, этот вопрос может быть воспринят в шутку. Но все же в истории Крыма известны случаи, когда локальные вспышки инфекционных болезней являлись важными причинами поражения или отступления оккупационных войск. Так, в середине XIV века войска Джанибека осадили генуэзскую крепость Кафу. Поняв, что долгая осада ни к чему не приведет, Джанибек забросил катапультой в крепость труп умершего от чумы человека. В результате в Кафе мгновенно вспыхнула эпидемия бубонной чумы, а уцелевшая часть гарнизона генуэзцев отправилась домой. А в русско-крымской войне 1735-39 годов из-за вспышек чумы русские войска вынуждены были прекратить наступление в Приднестровье, Бессарабии и Перекопе и отступить. В поражении русской армии в Крымской войне 1853-56 годов огромную роль сыграли вспышки холеры. Вернемся к пандемии коронавируса. Если рассматривать эту проблему комплексно, то здесь уместно учитывать и медицинские, и экономические, и социальные, и политические составляющие. Российская власть, как жалкое подобие коммунистического режима Советского Союза, изначально несерьезно отнеслась к распространению коронавируса и целенаправленно скрывает реальную ситуацию в стране. Однако массовая смертность в Италии и Испании демонстрирует, что если скрыть реальное количество инфицированных людей можно, то реальную массовую смертность в очагах вспышки инфекции не получится. При этом угроза массового заражения и смертности людей в различных регионах России, в том числе в оккупированном Крыму, очень велика. Мы являемся свидетелями, как захлебывается система здравоохранения в развитых США и странах Европы. А что скажешь о России? При этом, несмотря на беспрецедентные карантинные меры, принимаемые цивилизованным миром в борьбе со страшной пандемией коронавируса COVID-19, Россия усиленно готовится к параду смертников. 3 раза в неделю под Москвой на очень ограниченной площади одновременно сосредотачивается до 15 тысяч человек. А во многих российских гарнизонах идет подготовка к прохождению торжественным маршем 9 мая. На парад Победы Путин возлагает много политических надежд. Еще зимой он уповал, что в Москву приедут мировые лидеры, а по Красной площади пройдут военные стран-победителей во Второй мировой. Российские медиа заявляли, что такой формат торжеств способен перевернуть с ног на голову неблагоприятный для России политический формат мира. И Трамп, и Макрон уже отказались от поездки в Москву. Не приедет и большинство приглашенных глав государств. Но Путин пытается любой ценой провести парад, чтобы продемонстрировать миру величие народа-победителя. Хотя на самом деле все это элементарное чванство. На днях сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источник в российском Минобороны сообщил: провести парад могут без зрителей, если количество больных коронавирусом резко вырастет и московским властям придется пойти на дополнительные ограничения. То есть парад все равно будет, и речь даже не идет о его переносе. На днях Украина заблокировала российский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций. В результате была принята 2-я резолюция, которую инициировали Ганна, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария. Резолюция призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом. Таким образом, был сорван манипулятивный план Кремля. Коронавирусная пандемия, кроме медицинских и политических, создает глобальные экономические проблемы. Пандемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению спроса на энергоресурсы. Главными причинами падения цен на нефть с начала марта стали: первое – влияние вспышки COVID-19 на транспортный и промышленные секторы в Китае, Японии, Южной Корее, Европе, США, странах Ближнего Востока, что сильно отразилось на уровне спроса на нефть. Второе – Россия и Организация стран-экспортеров нефти не смогли договориться о новых ограничениях уровня добычи нефти. На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия вступила в ценовую войну и нарастила добычу с 9 до 12 миллионов баррелей в сутки. Саудиты начали вытеснять нефть с российской марки «Уралс» с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта «Араб Лайт» с большими скидками.
Ее примеру последовали и другие страны данного региона. В результате 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась до $33 за баррель. 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до $25,4 за баррель. 19 марта нефть российской марки «Уралс» подешевела до $18,64 за баррель. А 26 марта нефть Brent торговалась на уровне $26 за баррель. И даже несмотря на то, что 3 апреля мировые цены на нефть продемонстрировали положительную динамику, а на торгах на лондонской бирже стоимость июньских контрактов на Brent увеличилась до $34 за баррель, даже такая стоимость не является комфортной для России, так как федеральный бюджет сверстан с расчетом в $42 за баррель. По данным министра финансов России Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть бюджет России в 2020 году может лишиться около $37,5 миллиардов нефтегазовых доходов. По прогнозу Международного энергетического агентства, из-за распространения коронавируса предполагается снижение спроса от 90 до 730 тысяч баррелей в сутки. Путин, развязав войну против Саудовской Аравии и других членов ОПЕК, скорее всего, не отдает себе отчета, против кого он в этот раз пошел. Это не украинская армия образца 2014 года, а намного серьезнее. Нынешняя ситуация похожа на историю с Советским Союзом в последние годы его существования. А многие эксперты полагают, что именно такими действиями в свое время был уничтожен Советский Союз. Возможно, это был не решающий фактор развала СССР, но один из важнейших. За последнюю неделю объем продаж облигаций федерального займа на московской бирже сократился почти в 5 раз. А доходность облигаций федерального займа снижается значительнее, чем в большинстве других стран. Падение цен на нефть до $30 за баррель в течение 3-5 лет Минфин назвал средним ценовым шоком и оценил выпадающие нефтегазовые доходы в 5-14% ВВП. А в основных направлениях денежно-кредитной политики падение цен на нефть приведут к ухудшению экономического роста и увеличению оттока капитала. Ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий в рисковом сценарии могут привести к краткосрочному сильному повышению годовой инфляции. А заметное снижение внешнего спроса и другие негативные факторы могут стать причиной сокращения ВВП. В последние дни миллионы людей, и тех, кто любит Путина, и тех, кто его ненавидит, интересуют, заразился ли он коронавирусной инфекцией. Ведь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым контактировал Путин, был диагностирован коронавирус. Сразу после сообщения о его заболевании пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России регулярно тестируется на коронавирус и у него он не обнаружен. Я думаю, что если даже обнаружат коронавирус у Путина, то в отличие от обычных жителей Тамбова, Казани или Махачкалы, он получит адекватное дорогостоящее лечение, и у него давно заготовлен личный аппарат искусственной вентиляции легких. Сможет ли Россия с авторитарным президентом, но сильно ослабленной экономикой, продолжающимися санкциями, высоким уровнем заболеваемости населения и армии коронавирусной инфекции отказаться от Крыма? Поживем — увидим. Берегите себя. До новых встреч.